приветствую всех зрителей нашего интернет-проекта «Доступ Дастархан» Дома дружбы Карагандинской области. И сегодня у нас новый выпуск «Китайская кухня». Сегодня у нас в гостях руководитель общественного объединения Китайский национально-культурный центр «Дружба» Ян Дэси и его заместитель Мурадова Людмила Игоревна. Расскажите, что же мы будем готовить? Мы будем готовить поджарку китайскую, которая называется чеза цай. Вот чеза это баклажаны, ну, здесь куриная грудка, перец, лук, чеснок. Ну и, соответственно, вместо хлеба у китайцев всегда идет рис. Рис мы уже заранее отварили. Рис уже готов. Да. Отлично. Что отварили, да. Отлично. Вы знаете, хотелось, да, когда вот наблюдаешь за продуктами, хотелось спросить, а что вот именно китайское? Или везде, в принципе, используются одни и те же продукты, да? Технология. Сейчас. Технология. Вот давайте. Вот я это хотела услышать. Что технология все-таки другая. Давайте мы приступим, да, что мы делаем сначала? Включаем плиту, наливаем масло. Угу. Ну, масла немного, грамм 50, вот так. Так. Ну, раз вы уже сказали, что технология необычная, поэтому как мы режем баклажаны? Баклажаны мы вот надрезаем и ломаем вот такими кусочками. То есть они должны быть неровные. И неровные, но по габариту одинаковые. Но дело в том, что чтобы малую площадь ножом касаться. Вот так надрываем их, рвем. Так. Не знаю, получается у меня или нет, я просто, честно говоря... Верно. Да? Получается. Интересно. Правильно. Вот пока мы тут готовим баклажаны, да, к приготовлению, так скажем, расскажите, пожалуйста, сколько существует ваше этнокультурное объединение? Наш центр существует с 2006 года, месяца. На следующий год нам будет юбилей 20 лет. 20 лет. Да. А много людей входит уже вот в ваш центр? Сколько человек, вот, допустим, по у нас области? где-то до 50 человек. А вообще в Карагандинской области проживает около, наверное, сейчас 800 человек где-то. Баклажаны у нас уже готовы. Это первая обработка, я так понимаю, будет еще. А следующим теперь у нас идет куриная грудка. Да. Конечно, это все снимаем. Так, должно быть чистое филе, получается. Просто филе, да. С ним что мы делаем? Тоже обжариваем? Обжариваем его, да. На том же масле? Нет, здесь уже масла нет. Там уже нет масла, да? То есть все баклажаны, все впитать. Да. Вот расскажите вообще, вот готовим мы сейчас, это поджарка, да, но это считается как традиционным блюдом или вот как-то на праздники подается? Это традиционное блюдо, да? А на праздники что у вас на столах? Расскажите. На праздники самое фирменное у нас блюдо, у нас утка по-пекински. Это для китайцев самое любимое блюдо. А второе блюдо, номер 2, это пельмени. Почему пельмени? Потому что пельмени, они не такие, как у нас в Казахстане. Пельмени похожи на слитки золота, их лепят немножко по-другому. Соответственно, фарш добавляют, чтобы он такой был немножко сочный. А можно какую-то зелень, то есть добавки, фарш добавляют. А тесто мучное идет, обычное, да, как и в обычных пельменях? Да. Только они немножко побольше и формы другой, поэтому. И поэтому вот так, да? И почему пельмени? Пельмени вообще национальное китайское блюдо, и в особенности, когда человек собирается в командировку, в дорогу, надо обязательно сварить ему на дорожку пельмешки. Ничего себе, вот так вот. А на Новый год это обязательно, чтобы на столе были пельмени. Почему? Потому что на Новый год родители в эту закладку в пельмени фарш положат монетку, перед этим, соответственно, помыть, чтобы чистенько все было. Монетку, конфетку, и когда дети, внуки кушают пельмени, и
начинка какая-то попадается тебе, соответственно, у тебя будет или богатая жизнь в этом следующем году. Вы на предстоящий на год, предстоящий да, год, да, в зависимости от начинки. А вот вы скажите, вот у вас в вашем центре дружба. Почему, кстати, дружба назвали? Потому что дружба народов? Дружба, да, действительно, и дружба народов, и дружба, такое название интересно для нас, как бы, вот она как бы связывает, что сплачивает весь народ в Казахстане. И ассоциация такая была, мы, когда в 1962 году приехали в Казахстан, казахстанский народ нас принял, мы здесь живем уже больше 60 лет, уже вышли на пенсию, пенсионеры, вот мы с Людмилой. А вы вот когда переехали в Казахстан, при каких событиях это было? Мы переехали в Казахстан, это был 62 год. С 55 года, когда культурная революция в Китае была, и когда руководитель был Мао Цзэдун, в то время у нас русские корни. У нас мы с Милой брат-сестра, двоюродные мы. И у нас мой папа и ее мама, да, они брат с сестрой. Мы, получается, двоюродные, да, двоюродный брат с сестрой. И когда в 1962 году у нас бабушка Татьяна Куприяна, корень и фамилия ее, она русская бабушка у нас. И поэтому, когда Мао Цзэдун упал русские корни, они должны были покинуть страну. И нас в 1962 году депортировали. То есть высылали в Советский Союз. Сюда был Советский Союз. И мы попали в Казахстан, то есть в Караганду мы попали. И вот с того года мне было 9 месяцев в 1962 году, я приехал, и вот я с этого времени живу в Караганде. А вот родители, наверное, рассказывают, тяжело было им, когда они приехали сюда, или, в принципе, они достаточно быстро освоились? Ну, вы сами знаете, китайцы трудолюбивые народ, да. Поэтому китайцы работы не боятся. Когда приехал в Казахстан, тяжело, но и когда человек работает и своим трудом показывает, что он трудолюбивый, хорошо работает, то китайцы приехали, начали работать, кто где. Вот, например, у Людмилы папа, он очень был грамотный, он интеллигенция, он читал, писал. И вот сейчас, когда есть такие, да, на Китай, когда в нотариус заходишь, допустим, когда раньше, помните, торгово-промышленная палата делала переводы. Да. С любого китайского текста. И вот дядя Игорь, вот ее папа, он мог перевести любой текст
И у него было разрешение, что он мог заверить, что действительно это оригинал, что он правильно перевел, подтверждающий его перевод. Вот так вот, да, то есть такие моменты. А вот скажите, вот все-таки с течением времени, да, и сейчас в современном мире, в современных реалиях, кто-то там хочет переехать, например, там, условно, там, на историческую родину, да, там, ну, условно, кто-то в Германию уезжает, кто-то в Россию, кто-то еще куда-то. Была какая-то когда-то мысль уехать из Казахстана? Ситуация в том, что вот мы действительно уже больше 60 лет проживаем в Казахстане, мы часто ездим в Китай. Ну, раньше мы очень часто ездили в Китай, мы ездили в Пекин, в Шанхай, в Гуанчжоу. И мы когда в 16 году, да, по-моему, мы ездили, в 16 году посол Республики Китая в Казахстане, который, он нам дал за хорошую работу путевки. Мы ездили вот 10 человек с Казахстана в Китай. И да, мы там посетили самые крупные города. Шэньчжэнь город, там 3-4 или 32 миллиона населения, красивые такие разветвления, там разъезды, в общем, очень красиво. Большой зоопарк, там мы в зоопарке гуляли. И в общем, смысл в том, что мы были там 10 дней. Ну, конечно, везде хорошо, но дома лучше. И мы все казахстанцы в душе. И мы все думаем, нет, надо домой ехать. Домой, в Казахстан. Казахстан, Так, да. говорит, Казахстан захотелось, да? Так что везде хорошо, но дома лучше. Так что мы с удовольствием возвращаемся в Казахстан. То есть Казахстан Потому это что ваш уже дом? Да, мы уже столько лет прожили здесь, в Казахстане, это наш так. Ну вот такая прекрасная нота на самом деле, душевная, что Казахстан объединяет под своим шанраком очень много действительно национальностей, и мы все дружим. И вот центр «Дружба» это сегодня нам и рассказал, и показал. У нас уже все готово, в принципе, все на столе, будем уже пробовать, но перед тем, как мы приступим, я все-таки хочу спросить, что же у вас запланировано интересного на этот юбилейный для ассамблеи год? В этом году у нас очень много планов, мы вообще занимаемся спортом, занимаемся волейболом, в парковой зоне, мы играем там несколько площадок, и в основном у нас одна площадка есть, и любители, кто любит волейбол, все приходят, и соответственно мы от ассамблеи выставляем команду. И все интересно. наши государственные праздники, то есть Наурыз, 1 мая, День единства, теперь впереди День Конституции, День шахтера, День строителя, День независимости. Мы в эти все значимые праздники будем проводить турнир среди населения, то есть среди любителей волейбола, кто любит волейбол. Такие турниры с участием Ассамблеи народов Казахстана. То есть от ассамблеи у нас всегда команда есть. А это какая-то команда в общем из разных этнокультурных центров, Да. или только из вашего? Это то есть из китайского центра, азербайджанского, греческого, чеченского и чечено-ингушского центра. Вот 4 центра, которые представляют нам спортсменов. И вот у нас сборная команда ассамблеи. Сборная ассамблеи, как Да, звучит. сборная ассамблеи, да. И у всех в парке, вот мы в парке, в городском парке проводим соревнования с удовольствием. И у всех на слуху всегда, если мы играем, они кричат: ассамблея, ассамблея, давайте, вперед. И я собираю такой состав, чтобы не всегда первое место занимали. Все же хотят победить, поэтому я стараюсь дружбы народов, как бы все команды равны, делаю равные команды, и чтобы участники занимали по очереди там первые места. И я даже своим участникам говорю: ну давайте сегодня сделаем там 3-е место, возьмем, допустим. А получается мы вообще последнее место. Потому что те ребята, с кем мы играем, участвуем, они так стараются, что очень тяжело. В любом случае всегда побеждает дружба. Главное же не победа, а вообще единство, в котором все находятся, когда что-то общее производят, да, в том числе и соревнования вот такого рода. Но хочется действительно сказать, что очень вкусно пахнет, и хочется уже попробовать то самое
блюда. Китайская кухня, она в этом, чтобы вы видите, внешний вид, запах, эстетический, как бы, его, конечно, хочется покушать. Да. И вы сами знаете, вот китайцы, видите, вот я палочки принес, вот одноразовые палочки, они по-китайски называются койзы. Койзы. Да, китайцы кушают вот так вот, палочками. Вот суши я ела палочками, а вот рис... Ну, вы, наверное, вот так втыкали и кушали. Нет, да? я умею, да, держать. Нас вот с Людмилой, они, конечно, родители учили, мы давно это, а вообще принцип какой, вот эта нижняя палочка, она вот так вот держится, она мертвая получится. Да. А вторая, она вот получается, она должна двигаться, вот она. Ну вот, конечно, я не так держу. Но, как вот в школе учат ручкой писать же, первый класс, все дети по-разному пишут, такие вот все китайцы по-разному делают, кто-то так, кто-то вот так параллельно кушает, кто-то. В принципе, принцип такой, что должна это палочки вот так вот, правильно вот так вот будет. Вот берете и кушайте. Ну-ка, интересно, получится у меня тогда. Надо ровно их поставить. Вот так вот. Да. Вкусно. Да? Слушайте, даже не скажешь, что это курица. Почему-то похоже, да, в сои, потому что Потому поэтому, что видите, видимо... немножко сои, перчик, чесночок, лучок, и вот видите, уже получилось как бы. Очень красиво и очень вкусно, поэтому мы приступим сейчас к трапезе. Ну а вы обязательно посмотрите весь выпуск с начала и до конца и поставьте лайк. Сегодня мы готовили китайскую кухню с общественным объединением, с центром «Дружба», с китайским центром. И хочется от вас пожелания для ассамблеи, для Дома дружбы Карагандинской области в честь 30-летия юбилейного нашего года. Ну, в этот юбилейный год всех горожан города Караганды, всего Казахстана, китайских культурных хочется поздравить с юбилейным годом, пожелать, самое главное, мы уже возрастные, здоровья, успехов, счастья, удачи, хорошего настроения, позитива, то есть чтобы по жизни встречались хорошие и добрые люди, чтобы все было хорошо, мирного неба, чтобы вот действительно вот дружба, чтобы все народы, которые проживают в Казахстане, были дружны и сплоченные. Всех с праздником! Я тоже хочу всех поздравить с таким грандиозным событием, 30-летием Ассамблеи народа Казахстана. И, конечно, самое главное — мир в нашей стране, мир во всем мире. Спасибо большое за пожелания. И я надеюсь, что в следующем году мы уже будем в китайском центре отмечать 20-летие Центра «Дружба». Ну а вы, дорогие зрители, подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашим видео со своими друзьями и близкими.